20 сентября средний взвешенный курс таджикского сомони к доллару США составил 10,03 сомони к $1. Курс сомони к рублю составил 0,16 сомони за 1 рубль. Курс сомони к евро составил 10,11 сомони за 1 евро. Средние курсы продажи наличной иностранной валюты в кредитных организациях Таджикистана составляет $1 США от 10,03 до 10,10 сомони, 1 евро от 10,11 до 10,18 сомони, 1 российский рубль от 0,1657 до 0,1682 сомони. Нефтяные цены почти не меняются сегодня после завершения торгов предыдущего дня ростом. Стоимость нефти Brent на лондонской бирже составила $92.08 за баррель. Цена фьючерсов на нефть ВТИ составила $85.30 за баррель. Котировки фьючерсов на золото выросли во время азиатских торгов сегодня и составила $1661.90 за тройскую унцию. Внешний торговый оборот Таджикистана в январе и августе текущего года составил около $4,8 миллиардов, что на 18,4% больше, чем в этом же периоде прошлого года. Об этом сообщает Статведомство республики. Экспорт таджикской продукции сложился на сумму около $1,5 миллиарда, а импортировано товаров на сумму около $3,3 миллиарда. Таким образом, дефицит торгового баланса сложился почти в $1,8 миллиарда. Объем экспорта по сравнению с январем-июлем 2021 года вырос на 6%, а импорта на 25,1%. Подавляющий объем экспорта Таджикистана состоит из различного сырья. Так, минеральные продукты занимают 38,5% экспорта страны, драгоценные и полудрагоценные металлы и камни – 27,8%, недрагоценные металлы и изделия из них – 15,5%, текстильные материалы и изделия из них – 13,1%. Главные позиции по импорту занимают минеральные продукты – 18,9%, машины и оборудование – 12,9%, недрагоценные металлы и изделия из них – 10,6%, продукция химической промышленности – 10,3%, готовые пищевые продукты – 8,7%, продукты растительного происхождения – 8,1%. Таджикистан в январе-августе имел внешнеторговые отношения со 101 страной мира. Таджикистан за 8 месяцев текущего года получил гуманитарную помощь на сумму более $100 миллионов. Об этом сообщает Статведомство республики. Хотя количество стран-доноров по сравнению с этим же периодом 2021 года почти не изменился, общая сумма помощи выросла на 60%. По итогам 2021 года в республику поступила гуманитарная помощь на общую сумму $111 миллионов от 62 стран мира. Главными донорами по стоимости помощи в январе-августе этого года стали США 33% и Китай 28,7%. Также сравнительно высокую долю имеет Индия 5,9%, Япония 4,7%, Россия 3,2%, Нидерланды 2,3%, Швеция 2,2%, Дания 1,6% и Узбекистан 1,5%. Отметим, что Таджикистан находится среди 30 наиболее бедных стран мира, которые получают гуманитарную помощь, а также финансовую помощь международных финансовых институтов, гранты, льготные кредиты, техническую помощь. Республика по соотношению ВВП на душу населения остается единственной страной на постсоветском пространстве, которая по классификации Всемирного банка находится в категории стран с низким уровнем доходов. ВВП таких стран на душу населения менее $1026, а ВВП Таджикистана на душу населения в 2021 году составил $886. В Казахстане из-за новых требований со стороны Астаны начали задерживать российские грузовики с товарами из Европы. Об этом известием рассказали в Ассоциации международных автомобильных перевозчиков. Речь о транзитной транспортировке, когда фуру из ЕС везет европейская компания, а затем на границе с Белоруссией автопоезд перецепляет на грузовики белорусских или российских организаций. Далее они следуют в Казахстан. По данным Минтраса, власти Казахстана стали требовать от российских водителей разрешительных документов на грузы, выданных не отечественному, а предшествующему перевозчику, то есть компании из ЕС, той, которая везла эти же товары по Евросоюзу до Беларуси или России. Но эти структуры не передают документы друг другу, а само новое правило противоречит положениям соглашения о международном автомобильном сообщении, сказали известиям в АСМАП.
К тому же у российских водителей есть казахстанские разрешения, указано в письме из Минтраса коллегам из Астаны. В Минтрасе считают новые требования необоснованными и просят Казахстан отменить их и освободить задержанную фуру без наложения штрафов. В АСМА призвали российский бизнес временно воздержаться от транзитной транспортировки до урегулирования ситуации. В Казахстане введен временный запрет на вывоз угля автомобильным транспортом в интересах местных потребителей, сообщает об этом пресс-служба Министерства индустрии и инфраструктурного развития республики. Временный запрет вводится в связи с обнаружением фактов вывоза твердого топлива, предназначенного для населения, коммунальных и социальных объектов из приграничных регионов Казахстана в соседние страны для перепродажи, говорится в сообщении. Решение принято совместно с угольным разрезами и администрациями регионов, чтобы не допустить дефицита угля зимой. К сбору хлопка, который в Узбекистане начался с первых чисел сентября, привлечено около 2 миллионов человек. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства страны. По всей стране сформировано свыше 21,3 тысячи отрядов сборщиков хлопка, в каждый из которых входит по 90-100 человек. Хлопководческие хозяйства рекрутируют сборщиков через центры содействия занятости населения, частные агентства занятости, а также напрямую, заключив с желающими трудовые или гражданско-правовые договоры. Ожидается, что каждый сборщик соберет за сезон в среднем 1,5 тонны хлопка. Сколько хлопка запланировано заготовить в целом не сообщается. В прошлом же году в Узбекистане собрали более 3,4 миллионов тонн хлопка-сырца.